Здравствуйте! В эфире «7 дней», студии Тимур Бекмурзин. На этой неделе мы отметили великий праздник нашей Великой Победы, а по улицам Татарстана, всей России и всего мира прошагал народный бессмертный полк. Обо всем по порядку в нашей программе. Смотрите сегодня. И она была единственной девушкой в зенитном расчете. 9 мая в Казани. Парад и народная река памяти в бессмертном полку. Как это было? Это продукция для всего мира, это определенный стандарт качества. Халяль-город, креативный модератор. Чем еще запомнился юбилейный Казан-саммит? Узнаем. Это великое произведение, и Маликов великий скульптор. Монумент павшим или неизвестный солдат, что мы знаем об авторе знакового в Казани памятника. Расскажем. Это удивительный праздник, 9 мая, всегда такой грандиозный, величественный, по крайней мере в нашей стране, и в то же время такой душевный, для каждого свой. Особенно приятно, что связь времен не прерывается, и тому свидетельство бессмертный полк, и мы еще об этом поговорим подробно в нашей программе. Да, живых свидетелей Великой Победы все меньше и меньше. Я, к сожалению, не застал своего деда по маминой линии Габдрахмана Ахмедшина, который прошел всю войну, дошел до Берлина, вернулся живым, но с подорванным здоровьем и умер от ран. Второй дедушка по линии отца Зинур Бекмурзин попал в жернова сталинских репрессий, но не сломался, был полностью реабилитирован и восстановлен в партии. Еще долго и ударно трудился в родном колхозе. Для меня это всегда очень трогательный праздник, хотя тяжело осознавать, что постепенно уходят не только поколение ветеранов-фронтовиков, но и людей, которые застали их молодыми, и даже поколение детей, которые еще помнят ту войну. Но еще раз повторю, как мне кажется, главную мысль. Важно, что не прерывается эта нить времен, связывающая разные поколения в единую страну. Мы свято чтим и помним свою историю, историю наших славных предков. Для меня 9 мая – еще и повод гордости за страну, за наших отцов и дедов, подаривших нам мирное небо над головой, подаривших нам этот праздник и великую победу. Это именно тот случай, когда пафоса в словах не вижу. Гордость за страну, праздник со слезами на глазах и ощущение этого дня, когда дыхание перехватывает от счастья, радости за всех людей, родных и близких в этот день, 9 мая, День Победы. Почему праздник со слезами на глазах, тоже никому в нашей стране объяснять не надо. По официальной статистике, война унесла более 26 миллионов наших соотечественников. Жители Татарстана принимали участие практически во всех больших и малых боевых операциях. В рядах действующей армии сражалось около 700 тысяч человек из СССР. Домой не вернулось 390 тысяч. Каждый второй из них пропал без вести. 100 тысяч уроженцев республики отмечены орденами. 186 человек стали героями Советского Союза. Этот праздник 9 мая в Казани и в Татарстане запомнится нам своей неповторимой атмосферой, радостными эмоциями и яркими красками. Как чествовали героев Великой Отечественной, которые в эту 73-ю годовщину Победы, слава Аллаху, еще в строю. Эльзира Юзаева расскажет. 8 класстан киттим военкоматқа, Барсуков деген военком бар еді, татарша біләдір. Мен айтам, алыңыз мені соғышқа. Ему было всего 16, но вместо школьной парты он выбрал пороховую гарь. Шел 44-й год. На всех фронтах советские войска громили отступающих фашистов. Нурудин Ганиев, воодушевленный подвигами советских моряков, всеми правдами и неправдами любой ценой решил попасть на флот. Районный военком не стал препятствовать желанию мальчишки, потому что фронту нужны были новые, свежие силы, чтобы одолеть врага. Тоқтады, бір 5 сум ақшам бар ма дейді. Мен айтам, қоям болса, жоқ менде ақша. Мен сенға 5 сум ақша барады Загысқа. Звонит иткем, мен Загысқа бардым, менға 28-ші жылы мен малай, 27-ші жылға еттіріп, ода туыт орнына танықлап берділер. Ол менға сразу повестка қоя барасың, мен это военный морской флот. Еш күннен соң мен кеттім, 2 парша баты алып, аршаға состав шунда бізді күтіп тұрады. Каждый год 9 мая Нурудин Ганиев надевает свои ордена, как и тысячи и тысячи ветеранов, участников боевых действий и живых свидетелей той войны, которых с каждым годом становится все меньше и меньше, тех, что когда-то с победой возвратились к нам.
вот раненые говорят, куда везете нас, куда везете? Мы говорим, лечиться. А один выступает без обоих ног, везем. И он говорит, я не хочу. Куда вы? Я говорю, Ульяновская область, поедете в Сосновку. Я не хочу, я хочу Гитлера голову разбить, а потом везите обратно, везите. У него такая депрессия была, еле-еле успокоились. Ладно, сейчас, я говорю, повернем поезд. Рафике Халиловне было всего 14 лет, когда она попала на фронт. Совсем юная школьница за считанные месяцы выучилась на санитарку, и целый класс девчонок, самых смелых и отважных, первым же эшелоном отправили на поля сражений. Но война оказалась страшной кровавой действительностью, несравнимой с детским воображением и рассказами очевидцев. 14-летней девчонке пришлось пережить все. Она видела и боль, и страдания, и смерть, и слезы. В товарных вагонах они увозили с поля боя раненых солдат. У каждого из них была своя история войны. У каждого из них была своя победа. Миллионы смертей, миллионы покалеченных судеб. Никто не забыт, ничто не забыто. Это день национального триумфа и народной гордости, день скорби и вечной памяти. Великая победа досталась нам ценой невосполнимых потерь, десятки миллионов погибших, тысячи сожженных городов и сел, разрушенные фабрики и заводы, уничтоженные памятники культуры. Мы никогда не забудем, что свободу и долгожданный мир отвоевали наши предки, капитаны и рядовые, ополченцы и труженики тыла, партизаны и подпольщики, старики, женщины и дети, люди разных национальностей и профессий. Барызгыда, нык сәламәтлек, имин тормыш телим. Күкләребез аяз һәм тыныч, көннәребез имин булсын. Бик җиңү бәйрәме белән, с праздником, с Днем Великой Победы! Ура! С того памятного мая минул уже 73-й год. Но с каждым парадом Победы приходит осознание того, что никто и ничто не в состоянии умалить величие подвига народа. И с каждым военным парадом это величавое шествие служит доказательством силы, мужества, отваги, любви и верности людей своей отчизне. 2000 бойцов, 15 единиц военной техники, включая «Катюшу» и знаменитые танки ИС-3 и Т-34. Ежегодно посмотреть парад Победы приходят тысячи зрителей. Действительно, это завораживающее зрелище. Здесь в самом воздухе витает этот дух победы, а каждого переполняет чувство гордости за великую историю великой страны. Позже, в мирное время, историки скажут, что Вторая мировая война тогда послужила мощным рывком в развитии военных технологий. Оборонная промышленность Советского Союза в нарастающем темпе обеспечивала непрерывную поставку вооружения советской армии. 9 мая 2018 года немало восторга у зрителей вызвали исторически значимые экспонаты, а также боевая техника с образцами, стоящими на вооружении у российской армии и силовых ведомств. Знающие толк в военном деле с большим желанием делились информацией о том или ином экземпляре. Оружие, оно как-то все равно притягивает. Вот потрогать его, оно даже как живое, что ли, как сказать. Вот. Интересно. Затвор взять, открыть, почувствовать себя, как говорится, мужиком настоящим. Но какой притягательной мощью не обладало бы оружие, военные всегда повторяют, что оно должно быть максимально безопасным. В каждой татарской деревне, в русской деревне, когда проезжаешь на центральной площади, стоит монумент. И там список 90 человек с нашей деревни, где у меня бабушка жила с дедушкой, 90 человек не вернулось. Огромный список. По сути, это та цена, которую мы заплатили в свое время за то, что мы сейчас вот так живем.
Казалось бы, что выросло уже новое поколение людей. Для них Великая Отечественная война – это далекая история. Но каждый год, 9 мая, во всех городах люди идут нескончаемым потоком к памятникам и мемориалам славы. В Мамадыше на улице развернули настоящий медпункт, чтобы показать, в каких условиях лечили раненых. В Альметьевске горожане увидели боевой ЗИС-5 и легендарную «Катюшу». В Нижнекамске попытались воссоздать военный привал, место тишины и покоя. Там, где в войну солдаты могли передохнуть перед тяжелыми боями. В День Победы кто-то здесь вспоминал юность, кто-то вспоминал рассказы своих родителей, дедов и прадедов. Эльзира Юзаева и Роман Изменов. 7 дней. Этот день, этот праздник 9 мая 2018 года мы запомним, я уверен, как один из самых светлых и радостных дней в году. Да и с погодой в этот раз повезло. А коллеги из нашей дружной команды ТНВ отработали в прямом эфире просто отлично. Я бы тоже хотел их поздравить и с праздником, и с прекрасной работой. Всех. И ведущих, и корреспондентов, техников, операторов, звукорежиссеров, режиссеров прямых трансляций, водителей, гримеров. Все молодцы, отработали ответственно, вдохновенно, и я уверен, наши зрители это оценили. Наверняка многим запомнится и трансляция на нашем канале акции «Бессмертный полк». Вот уж действительно, когда видишь воочию эту реку народной памяти, буквально ком подходит к горлу. «Бессмертный полк» в 4-й раз проходил по всей России и за ее пределами, и с каждым годом приобретает все больший размах. И давайте не забывать, что это искренний, добровольный порыв людей, участников этой акции. В этом году более 10 миллионов по всей стране прошлись в едином строю с портретами своих родственников, ветеранов войны. Только в Москве в акции приняли участие более 1 миллиона наших соотечественников. В Казани в Народном полку также прибыло. Если в прошлом году на улице столицы вышло более 120 тысяч казанцев, в этом их число уже около 165 тысяч. В целом же по республике акция объединила около 363 тысяч татарстанцев. Зарина Ахметова подробнее о самой акции и о ее участниках. К празднику Великой Победы эти школьники готовятся основательно и заранее. Так уж заведено в Казанской гимназии номер 122. И пусть о том страшном и в то же время героическом времени в истории страны девятиклассники знают даже не по рассказам очевидцев той войны, а чаще по пересказам своих родителей, дедушек и бабушек. Все равно чувство гордости за народ-победитель, чувство сопереживания им знакомы хорошо. Они бережно хранят каждую свою историю героя-фронтовика. Прабабушке Алины Шаурбиной в годы войны выпала тяжелая и совсем не женская доля. Позже ее подвиг даже описали в газете, который и по сей день хранится в семье. Пройдя военную подготовку, она была зачислена орудийным номером зенитного расчета. На протяжении 3 месяцев подразделение несло оборону моста, проходящего через реку Волгу, на который днем и ночью приходили эшелоны. Им приходилось отражать натиски немецких стрелков, а ведь ей был всего тогда только 21 год, и она была единственной девушкой в зенитном расчете. А это уже 8-й класс. Здесь в преддверии праздника школьники тоже делятся историями своих героев. Помимо портретов в семье Андрея Иванова сохранились еще награды прадедушки. Теперь они передаются из поколения в поколение, как семейная реликвия. Перед войной успел закончить курс усовершенствования командного состава. Участник Великой Отечественной войны. Награжден 2 орденами Красной Звезды, медалями за боевые заслуги, за победу над Германией. Память о солдате Михаиле Такранове в семье хранит вот такой необычный альбом. Его сделала своими руками его внучка, мама Александра Петрачкова. Она сделала его для моей прабабушки на ее день рождения. То есть тут показано его путешествие во время войны, там его награды, а это его фотографии с фронта. Вот так вот. Подвиг лейтенанта Дмитрия Супруна отразился в стихотворении его правнука. Михаил написал его за одну ночь, и это его первое произведение, посвященное войне. Вдруг во тьме над головою засвистал, пройдя в облет, подлый вражеский стервятник, смертоносный самолет. Все повскакивали мигом. Вот еще один, еще! В землю вгрызлись вражьи пули. Братцы, мост не защищен! Но смекнул, не растерялся, и сквозь дым пороховой лейтенант воскликнул зычно: «Батарея! Взвод! Огонь!»
В День Победы эти ребята – неотъемлемая часть общего народного моря под названием «Бессмертный полк». В общем строю они с портретами своих героев в руках. Для них это еще и возможность поблагодарить своих предков и всех ветеранов за мирное небо над головой. Спасибо! Здесь каждый с портретом своего близкого человека и удивительной историей с войны. Кому-то она перешла из уст родственников, а кто-то узнал о ней из архивных документов. Мы нашли на сайте победителя, то есть вот с этой стороны я прикрепила даже краткое описание его подвига и боевой путь нашего дедушки. Прошел всю Отечественную, закончил воевать в Австрии, в Вене в 1945 году. А потом еще 2 года, вплоть до демобилизации, до 1947 года, участвовал в ликвидации оставшихся фашистских команд, зондеркоманд, которые против наших еще воевали в то время. Это наш дядя. Он татарин, уроженец Татарстана. Он герой Советского Союза, летчик, бомбил Берлин и лишился руки. Он умер сравнительно недавно. Я сегодня с портретом своего деда, который прошел всю войну, был ранен, потом вернулся опять на фронт. И, в общем, он выжил. Мы гордимся им очень. Здесь у нас еще 2 портрета. Это наша бабушка Селю Зинаида Васильевна и дедушка Селю Эли Сергеевич. Они тоже прошли вместе всю войну и умерли в 90 лет. Земля засыпала, рука только торчала. Друг его спас его. После этого в госпитале в Сызрани лежал 6 месяцев в 1942 году. Оттуда домой пришел пешком в Теремчанский район. Связанные одной целью, в этот день абсолютно незнакомые друг другу люди становятся немного ближе, проходя с портретами героев своей семьи в руках. Они как будто бы встают на места тех солдат, которые когда-то ушли на фронт. У каждого своя история, своя судьба. Мой прадедушка Шайдулин Исаак ушел на фронт в 1941 году, принимал участие в сражении под Ржевом, был награжден медалью за отвагу и орденом Красной Звезды. Был тяжело ранен, но вернулся домой и прожил 85 лет. Пройти по улицам Казани собрались не только жители столицы. Чтобы принять участие в акции, Клара Каюмова специально приехала из Лениногорска. Она считает своим священным долгом прошагать в составе бессмертного полка с портретом своего отца Ахуна Ахмадиева. Он воевал с 41 по 45 год на фронтах, на Ленинградском фронте, на Первом Украинском фронте воевал. А это уже Альметьевск. В нефтяной столице республики бессмертный полк традиционно прошел по центральной улице города, улице Ленина. Отдать дань памяти своим героям собрались 15 тысяч человек. Это мой папа Зарипов Шамил Садыкович, 1921 года рождения, воевал в Великую Отечественную войну, Волоколамское шоссе, Москву защищал. В Нижнекамске акция объединила уже 32 тысячи человек. Всех, от мала до велика. Отдельной колонной прошли работники градообразующего предприятия «Нижнекамск-нефтехим». С фотографиями родных и близких от военкомата до площади прошел марш в Буинске. У Ляли Галиевой в руках 2 портрета – отца и свекра. Папа Галиев Кашаф Тауфикович в 1943 году ушел на фронт, воевал на японском фронте с японскими интервентами. По проспекту Хасана Туфана в сторону городского Майдана. Это маршрут бессмертной колонны в Набережных Челнах. А таким бессмертный полк запомнится жителям Актаныша. К акции присоединились и села. Тысячи и тысячи лиц и судеб пронеслись 9 мая по стране. И сколько бы ни пытались стереть память о них, переписать историю, они живы, пока их помнит молодое поколение. А они помнят и будут помнить. Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Зарина Ахметова, Роман Безменов, Андрей Мохов. 7 дней.
Это нужно не мертвым, это надо живым. Вспомним гордо и прямо погибших в борьбе. Как тут не вспомнить замечательные строки из стихотворения великого поэта Роберта Рождественского. И величие той победы 45-го, которая сохранила нашу страну, наш народ, всю цивилизацию, проявляется сегодня, спустя 7 с лишним десятилетий. Это величие, на мой взгляд, в самой акции «Бессмертный полк». Акция нужна нам самим и нашим детям. В этом я убежден твердо. Не только как дань памяти павшим героям войны, но и как новая форма самоорганизации людей. Обратите внимание, в едином строю, в бессмертном полку идет минимум 3, а то и 4-5 поколений людей. Участники шествия – дети героев войны. Их дети, уже взрослые мамы и папы, со своими детьми и внуками. Это очень важный момент с учетом того, как мы уже говорили, что самих ветеранов войны все меньше и меньше. Время безжалостно, и оно берет свое. Для понимания 2 цифры. В 2016 году в Татарстане проживало 65 377 героев Великой Отечественной войны. И вот цифра этого года. 46 177 человек. Их все меньше. А хорошо ли мы чтим их память? Все ли делаем, чтобы сохранить память об их подвиге для потомков? Вопрос все еще актуальный и довольно острый. Сергей Темляков. Подробнее. Недоумение. Почему тут лежат они? Эти кадры были сняты за месяц до 9 мая в Нижнекамске. Неизвестные осквернили святое – память. Таблички с именами ветеранов Великой Отечественной войны нашли на одной из городских мусорок. Устанавливать именные таблички на домах, где живут герои, в Нижнекамске решили в 2010 году. Так на домах появилось 417 фамилий. Время безжалостно. Этот День Победы в Нижнекамске встретили 65 участников Великой Отечественной. Свою причастность к демонтажу табличек в управляющей компании отрицают. Если это мы бы снимали, мы бы либо при помощи техники, соответственно, а следов техники нашей там нету. Если уж вам некуда их деть, не выкидывайте на помойку, принесите их в Совет ветеранов. Нельзя уж так, я говорю, еще относиться к памяти. Это низко. Прошел месяц. Григорий Китанов по телефону нам сообщил, виновные пока не найдены, а на домах, где были установлены таблички и жили фронтовики, так и осталась пустота. В первую очередь надо, конечно, хотя бы афишу повесить в Кремле, что такой музей здесь есть. Мы за 10 лет не добились даже этого. Нет нигде афиши. Вы прошли сейчас, видели. Никто из посетителей Кремля не знает, что здесь музей войны. А это уже Казань. То, что в Кремле есть музей Великой Отечественной войны, можно понять лишь по маленькой табличке у двери. Кстати, здесь множество табличек с названием музеев, расположенных в этом здании. Даже в День Победы у входа в музей нет афиш. Их нет и у входа в Кремль. Но есть реклама разных выставок. Даже телефон Эрмитажа указан. В чем же причина? Все музеи на территории относятся к Кремлю. Все, кроме музея Великой Отечественной войны. Он относится к Национальному музею. Получается, касса по продаже билетов разная. Неужели дело в деньгах? Вот смотри, когда они начали выпускаться в 2005-м, вот первые, я еще работал в книге памяти, еще руководитель рабочей группы еще был, да? Это мой оригинал-макет, то есть я их делал на 2 языках. Михаил Черепанов показывает нам изданные тома книги «Они вернулись с победой» и отмечает, уже прошло 13 лет, а работа еще, увы, не завершена. Похоже, опять все упирается в финансы. К слову, чтобы издать 1 том энциклопедии, сегодня нужно не менее 1 миллиона рублей. А вот официальный сайт редакции книги памяти. Видим, что в 2017 году опубликованы списки уроженцев Рыбно-Слободского района. Получается, что 9 районов республики, названия которых начинаются с буквы «С» и дальше по алфавиту, пока не занесли имена своих героев в альманах, они вернулись с победой. Электронной базы о тех, кто вернулся живым, к сожалению, действительно нет. Вопрос стоит, и мы готовы это сделать. У нас есть и возможности, и желания, но нет финансирования. На наш взгляд, на эти моменты стоит обратить внимание. В целом в Татарстане делается многое, ведь верно сказал Роберт Рождественский. Это нужно не мертвым, это надо живым. И вот яркий пример. Мы в Новошишминском районе. Мы находимся в сквере Победы. Этот сквер мы заложили в 2015 году. И вот на этих стелах расположены
размещены имена 3384 наших новошишминцев. Здесь у нас все расписано по сельским поселениям. Такого нет ни в одном районе Татарстана. Так, в Новошишминске решили увековечить память героев, тех, кто вернулся с войны. Заместитель руководителя исполкома Валентина Семеняк говорит, жители вышли с обращением. Глава района поддержал, были выделены средства. Фамилии, вошедшие в том альманаха, они вернулись с победой теперь на стеллах. Сегодня из 3384 в живых в районе осталось 9 участников Великой Отечественной. Это наш учитель Яроклинской средней школы, воевал на фронтах, связист, лейтенант. Мидхат Газымов знает историю каждого, чья фамилия выбита на стеле. Он родился в то время, когда шла Великая Отечественная. Сегодня он помогает сохранить историю для потомков. К 9 мая на стеллах появились 6 новых фамилий. Внуки попросили внести. Их деды уходили на фронт и родились здесь, но волею судьбы после победы переехали в другой город. Чтобы наша история, героическая история, она не стерлась. Сейчас ведь, как Владимир Владимирович Путин говорил, хотят переписывать вот эти истории в свою пользу. Нельзя давать, черт возьми. Валентина Семеняк говорит, что на этом в районе останавливаться не собираются. Интересуемся, не планируют ли, по примеру Москвы, на стеллах выгравировать QR-коды, чтобы, считав штрих-код телефоном, можно было попасть на сайт с биографиями? Наверное, в перспективе будет. Я думаю, мы это обязательно рассмотрим на оргкомитета и примем соответствующее решение. Уровень патриотизма, он среди населения, не только нашего района, наверное, вообще повсюду, да, он немножко возрос. И люди заинтересованы, чтобы имена их дедов и прадедов, они все-таки как-то были увековечены. Но в таком нужном для сохранения памяти деле неожиданно могут всплыть подводные камни, говорит Михаил Черепанов. По принятому закону, неизвестно какими нашими слугами народа, я не знаю, из каких соображений они приняли этот закон, о секрете личных данных в интернете. И вот сейчас представьте, у меня книга памяти, в которой написано «Герой родился в такой-то деревне». По этому закону, если эта книга появляется в интернете, я должен заклеивать, в какой деревне он родился, где похоронен и откуда он вообще родом. Это от кого? От шпионов, от уголовников, от депутатов. От кого секретить-то? Она где-то вот такая. Можно вот эту камеру сюда поставить. В студии идет подготовка к интервью. В Казани культурный центр «Аярис» благодаря грантам реализует интересный проект. Идея появилась 9 лет назад, говорит Елена Коняева. Нужно сохранить для потомков воспоминания ветеранов. На данный момент записано уже 400 интервью с ветеранами Великой Отечественной. В 12 часов вдруг прибежал туда милиционер. Километр от Белярска-то. Прибежал и говорит: товарищи, беда, война. И они меня звали, давали ложку, и я опустошала совсем эту кастрюльку. А другая соседка стояла рядом и говорила все время только одну фразу. Это я сейчас понимаю, что она тоже есть хотела. И она говорила: вот тут еще поскреби. Елена Коняева отмечает, главная задача на сегодняшний день – создать видеотеку в электронном виде, чтобы каждый мог иметь доступ. Также мы сняли ветерана, который его наградил даже Путин. То есть мы поздравляли его с днем рождения. И опять же, волей судьбы произошла такая несчастная трагедия. Мы его хотели поздравить, а он уже умер. Поэтому мы пытаемся успеть. Мы действительно пытаемся успеть сохранить всю историю. Сергей Темляков, Андрей Мохов. 7 дней. Мы продолжим программу через пару минут. Смотрите после рекламы. Это великое произведение Малика, великий скульптор. Монумент павшим или неизвестный солдат. Что мы знаем об авторе знакового в Казани памятника? Расскажем.
понедельник премьер-министр Татарстана принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 25-летию со дня основания Министерства информатизации и связи. Поднявшись к микрофону, Алексей Песошин отметил, пусть сделанное и достигнутое за четверть века активной целеустремленной работы придает коллективу министерства и всем специалистам отрасли вдохновение и сил для новых больших свершений, реализации самых смелых идей и проектов. Во вторник президент Татарстана ознакомился с ходом строительства станции метро «Дубравная». Рустам Минниханов осмотрел внутреннее оформление станции, оценил новый способ бесконтактной оплаты проезда с помощью мобильного телефона и проехал на поезде до станции Проспект Победы. Чемпионату мира по футболу мы постараемся работы завершить, сообщил генеральный директор Казметростроя Марат Рахимов. В пятницу Рустам Минниханов провел заседание Совета по контролю за ситуацией в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. За 3 месяца этого года по итогам проверок было выявлено 699 нарушений. Из незаконного оборота изъято порядка 12 тысяч литров алкогольной и спиртосодержащей продукции. Продолжаем программу «7 дней». Главной политической новостью в России стало официальное вступление в должность президента страны Владимира Путина, которое на языке специалистов именуется красивым термином «инаугурация». Но дело не только в самом этом факте. То, что Владимир Путин вновь стал главой государства российского, ни для кого не стало сюрпризом. Важно, в какой непростой, прямо скажем, период Владимир Владимирович вступил в очередное свое президентство. И, конечно, мы все помним феерическое послание Путина Федеральному собранию, которое предполагает просто невероятный рывок России по всем направлениям. Кому доверит президент стать исполнителем этих амбициозных планов? Интрига быстро разрешилась на этой неделе. Новым старым председателем правительства России стал верный соратник и друг Путина Дмитрий Медведев, который, к слову, уже обозначил контуры нового кабинета министров. Особых неожиданностей и здесь не произошло. Финансовый и экономический блок, скорее всего, будет курировать теперь уже в новом статусе первого вице-премьера министр финансов Антон Силуанов. Юрий Борисов может возглавить военно-промышленный комплекс вместо Дмитрия Рогозина. Вице-премьером, отвечающим за социальный блок правительства, Медведев видит председателя счетной палаты Татьяну Голикову. А ее саму на этом посту может сменить всем хорошо известный Алексей Кудрин. Ольга Голодец с ее места перемещается в вице-премьеры по культуре и спорту. На позицию зампреда по агропромышленному комплексу возвращается в правительство Алексей Гордеев, постпред президента в Центральном федеральном округе. Дмитрий Казак, курировавший развитие регионов, может заняться энергетикой и промышленностью вместо Аркадия Дворковича, о новом месте работы которого пока ничего не известно. Другую часть его полномочий по цифровой экономике, транспорту и связи отдают нынешнему замруководителя аппарата правительства Максиму Акимову. И, наконец, небольшая сенсация. Экс-министр спорта Виталий Мутко рекомендован на пост зампреда по строительству и региональной политике. В шорт-листе на вице-премьерство также Юрий Трутнев. Руководителем аппарата нового правительства может быть назначен вместо Сергея Приходько Константин Чуйченко. Персоналии, конечно, важны, но важно понимать, что новому составу правительства, который будет объективный, не особо-то и обновился, предстоит решать сверхамбициозные задачи. Решать их эффективно получится только с опорой на регионы, особенно регионы сильные, регионы-лидеры, такие как Татарстан. О задачах, которые предстоит решить в ближайшие годы, говорил и президент Владимир Путин в своей торжественной речи. Они определят судьбу страны на десятилетия вперед. России нужны прорывы во всех сферах. Путина внимательно послушала руководитель московского филиала ТНВ Дина Газалиева, а после инаугурации поговорила о будущем страны с экспертами. Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права. Самый важный, это же он клятву произнес, положив руку на Конституцию Российской Федерации, что глава государства будет блюсти основной закон страны, на основе которого
сплачиваться должна вся нация. Россия должна быть современной и динамичной. Должна быть готова смело принимать вызовы времени, и также энергично отвечать за них, чтобы последовательно наращивать свое лидерство в тех сферах, где мы традиционно сильны. У каждого свои мысли, наверное, раздались. Мои мысли — это только одно желание, чтобы эти 6 лет были окрашены в цвета стабильности и спокойствия. Уверенность, что мы знаем, как идти, у нас есть, а все остальное это уже зависит от развития экономики. В этом году мы будем отмечать 25-летие Конституции России. Она подчеркнула безусловную ценность, приоритет прав и свобод граждан. Именно в гармоничном единстве свободного гражданина, ответственного гражданского общества и сильного, дееспособного, демократического государства вижу прочную основу для развития России. В Конституции Российской Федерации четко написано, что имеет право народа Российской Федерации. Это, по сути дела, не может иначе не быть. Это первичное право. Это владение, сохранение родного языка. Да, есть государственный язык Российской Федерации. Мы не обсуждаем даже данный вопрос, мы должны все знать и хорошо знать. И я должен сказать, что татарстанцы и наш народ в этом плане, я бы сказал, даже преуспевает по показателям различных конкурсов, там, и так далее, и так далее. Это все признают. Но и при этом в Конституции Российской же Федерации предусмотрено право народов на развитие своих государственных языков, республиках. Убежден, что и сегодня мы добьемся прорыва. Ведь мы одна мощная команда, которой по плечу любые, даже самые сложные задачи. На самом деле, действительно, все делается для того, чтобы наши россияне жили лучше, и все делается на благо нашей России. И самое главное, это еще преподнести, донести до народа правильно. Мы обязательно добьемся успеха. Верю, так и будет. Сделаю для этого все, что в моих силах. Благодарю вас. России нужен прорыв в экономике, а значит, ей, как мы уже сказали, нужны регионы-лидеры. Регионы, которые поведут страну вперед. Татарстан, безусловно, среди первых, на кого рассчитывает руководство России. Но прорыв случится только тогда, когда Центр не будет сковывать инициативу и энергию сильных регионов на местах, а наоборот поддержит ее. Вот уже не первый год Татарстан предлагает себя в качестве пилотной площадки для реализации смелых проектов в области исламского финансирования. Для этого уже есть необходимый опыт, определенные наработки, а главное – интерес со стороны зарубежных партнеров. Увы, пока многие хорошие идеи и планы не удается реализовать из-за проблем правового характера, а точнее отсутствия необходимой юридической базы на федеральном уровне. Это одна из важных тем, которая обсуждалась на Международном экономическом саммите «Россия. Исламский мир. Казан-саммит». Масштабный форум, к слову, проходил в Казани в 10-й юбилейный раз. Юбилейный, знаковый, рубежный. 10-й Казан-саммит действительно по многим показателям приблизился к какой-то важной черте или планке, которую, судя по всему, возьмем уже в следующем году. Во-первых, по масштабу и количеству участников. Это уже совсем не тот форум, что был 10 лет назад. Количество делегатов с тех пор выросло более чем в 10 раз. Но дело даже не в количестве. Качественно саммит стал иным. Формат мероприятий изменился, помимо того, что их стало в разы больше. Уровень дискуссий стал другим. Что тоже естественно, ведь сами спикеры – это ведущие зарубежные инвесторы, банкиры, дипломаты, высокопоставленные чиновники и руководители федеральных структур. Впрочем, есть традиции, которые неизменны. Одна из них – начинать деловую часть Казан-саммита завтраком Сбербанка. Есть поручение президента, что это федеральная площадка, и через вот эту казанскую площадку Россия должна иметь вот такой хороший тесный контакт с исламским миром. Доброжелательный тон дискуссии – это тоже традиция Казан-саммита и в некотором роде дань уважения партнерам из исламского мира, где вообще не принято скандалить. Однако сохранять невозмутимость все труднее. Ведь если вдуматься, этот саммит уже 10-й по счету. А главное, магистральная тема все та же – как адаптировать российскую экономику под огромные возможности исламского финансирования.
По сути, реальных сдвигов в этом направлении нет или очень мало. Юридические барьеры давно известны. Обойти здесь позицию Банка России, который считает нецелесообразным изменение в российском законодательстве под исламских партнеров, нереально. Тогда что делать? Как от разговоров перейти к делу? Татарстан и предлагает создать площадку на базе республики для апробации перспективных форм и методов сотрудничества со странами исламского мира. Ведущие банки страны могли бы стать нашими помощниками в этом вопросе, тем более, что они давно к этому готовы. Мы это обсуждали сегодня с Рустамом Нургалиевичем, и, безусловно, он активно поддерживает эту часть, и мы поставили перед собой такую цель. В этом направлении нам придется работать с Банком России, конечно же. Нам придется здесь в том числе работать по налоговому регулированию, но тем не менее мы уже видим и понимаем, как это сделать. Чем больше будет сделок, чем больше будет подписано соглашений, чем больше будет построено отношения между компаниями, между людьми, это залог успеха того, что у нас появится другое окно. Когда Петр I пробовал окно на запад, нам еще важно иметь много окон, потому что дом с одним окном – это как-то странновато. Да? Давайте иметь много окон в доме и смотреть в разные стороны. На самом деле огромный интерес, и вот идеи наши создать вот такую площадку в России, пилот Татарстан, она полностью поддерживается. Почему мы об этом постоянно говорим? Почему это важно? Один из главных аргументов – объем рынка. Так, на форуме прозвучала цифра товарооборота между Россией и странами Организации исламского сотрудничества. Он вырос с 34 миллиардов долларов в 2014 до 42 миллиардов по итогам 2016. Но объемы всего исламского банкинга не идут ни в какое сравнение с этими цифрами. Ведь в этом случае речь о триллионах долларов. Далее, допустим, федеральный центр дает отмашку – разрешить Казани создание международного финансового центра по типу того, что уже действует в Астане, в Казахстане. Он что, появится сам собой? Для этого нужна кропотливая и серьезная подготовительная работа. Это же не просто взяли, там, деньги вот так вот вам дали, там, вот вам исламские финансы, и давайте развивайтесь. Нет, здесь нужны институты, здесь нужны преподаватели. Сможем мы создать такие здесь правовые уникальные условия или не сможем? Вот это наш первый вызов, да, большой в этой работе. Потом, если мы сможем, тогда, значит, мы должны показать несколько успешных историй. Обязательно. То, что Рустам Нургалиевич, так сказать, усилия личные прилагает для этого цели, это залог того, что мы достаточно быстро пройдем этот путь. Он будет, наверное, я не скажу, что тернистым, но не усыпанным розами, это точно совершенно, потому что есть и противники, есть сторонники, но, понимаете, под лежачий камень вода не течет. То, что сегодня звучит из уст руководителей банков, это нам приятно. Почему? Потому что пришло время доверия. Время оказалось, она испытывает нас всех. И, безусловно, мы должны быть и достойными для того, чтобы, начиная более глубинные, крепкие экономические, финансовые связи, доверяя друг другу, успешно развивать. Площадка Казан-саммита сегодня – это идеальное место как для дискуссий, презентаций, так и для демонстрации потрясающих возможностей бизнеса по канонам ислама. Халяль с некоторых пор стал одним из центральных направлений Казан-саммита. Если на первом Казан-саммите халяль-индустрия была представлена небольшой, можно сказать, скромной экспозицией, сегодня это настоящий халяль-город со своими улицами, площадьми, жителями, которые представляют не только халяль-услуги и продукты питания, но и халяль-моду, халяль-туризм, IT-технологии, образ жизни под знаком халяль. Традиционные продукты питания, напитки, впрочем, на Халяль-Экспо также представлены широко. Но каждый раз появляется и что-то экзотическое. Например, оленина от производителей из Ямало-Ненецкого автономного округа. Мы используем все только лишь сертифицированное по стандарту халяль. Это варенье, морсы, ягоды на основе дикоросов. Кроме этого, мы за этот год сертифицировали впервые оленину. Халяль – это знак правильного питания, правильного образа жизни. Сейчас эта тенденция очень развивается. Традиционный татарский десерт, который очень популярен в глубинке, просто обязан стать таким же брендом, как чак-чак, считает Алмаз Хабибулин.
А площадка Казан-саммита для этого уникальное подспорье. К нам подходили вообще с многих стран. Вот у нас, мы сейчас ждем свежую продукцию, потому что у нас просто все разобрали, честно. Халяль-продукция – это не продукция для мусульман. Это продукция для всего мира. Это определенный стандарт качества. Интерес к халяль огромный, спрос повышенный, но что пока тормозит процесс, в частности, выхода татарстанских производителей на международные рынки, так это проблемы в области сертификации и стандартизации халяль. Причем проблемы общемировые. Но нам нужно активнее создавать халяль-инфраструктуру и внутри Татарстана. И речь не только о халяль-кафе и гостиницах, но и халяль-такси, например, халяль-туризме. Последнее направление, как выяснили на саммите, одно из наиболее перспективных. Люди сегодня очень хотят и лучше выглядеть, и лучше себя чувствовать, поэтому такие сферы, как туризм, здравоохранение, фармацевтика, косметика, очень востребованы в исламском мире. Кроме того, давайте не забывать, мусульмане также хотят и любят путешествовать. Они хотят испытывать те же эмоции, что и все. Нежиться на пляже, получать свою долю адреналина, какой-то другой опыт. Возможности рядом, они вокруг нас. Нужно просто не терять время и грамотно ими воспользоваться. Для участников Казан-саммита это уже очевидно, для Татарстана тоже. Остается убедить в этом всю остальную Россию. Тимур Бекмурзин, Роман Безменов, 7 дней. Вернемся все-таки к главной теме программы. Мы с вами живем в мирное время, как мы считаем, как нам кажется. Но это, конечно, не совсем так, потому что война и горе всегда ходят где-то рядом. За всю свою историю человечество прожило в мире только 300 лет. За период с 1945 года и до наших дней пушки молчали на земле лишь 26 суток. Для того мы из года в год вновь открываем для себя самих и наших потомков эти страшные страницы истории. Для того мы и несем в своих руках портреты наших героических предков, чтобы помнили, чтобы видели, осознавали масштаб любой войны. Памятники, посвященные войне, для нас с вами. Ценность личности предполагает существование сверхличных ценностей, писал Николай Бердяев. Памятники о войне именно об этом. Памятники о войне способны уничтожить внутри каждого из нас обывателя, не способного разглядеть высокие идеалы ни в человеке, ни в каком-либо начинании. Однако с годами мы перестаем замечать и памятники, не говоря уже о том, чтобы учиться понимать их значение. Если я спрошу вас, назовите самый известный в Казани памятник войне, вы наверняка вспомните в первую очередь вот об этом памятнике. Улица Ершова, Арское поле, парк Горького, мемориал «Вечный огонь» и вот этот солдат. Однако я уверен, что лишь 1 из 100 сможет вспомнить название этого монумента. И 1 из 1000 назовет имя скульптора. Все там будем. Вот как мы его называем ровно 50 лет. И с этим, конечно, ничего уже не поделаешь. Но сегодня мы попытаемся взглянуть на него и на весь этот комплекс другими глазами. Глазами, способными разглядеть эти высокие идеалы наших предков. «Смерть героев подобна закату солнца», писал Карл Маркс. Но для 2 героев нашей истории она обретение доступной формы бессмертия. Эти 2 самые известные среди неизвестных. Раненый, обреченный, но не сломленный борец за свободу и его создатель, художник и скульптор, фронтовик Василий Маликович Маликов. Начало 70-х на кинохронике. Казань. Уроженец Актанышского района, выпускник Казанского и Ленинградского художественных училищ, уже член Союза художников СССР. Вот он, борец за свободу-то уже создан. Заслуженный деятель искусств ТАССР Василий Маликов за работой в своей мастерской. Стиль художника определить, измерить нельзя. Его работы не похожи друг на друга. Но голос войны в артиллеристе, фронтовике, участнике обороны Ленинграда Василии Маликове звучит особо пронзительно. Его самые известные герои – это солдаты. Наши жены ружья заряжены. Вот это работа. И вот это последний снаряд. Сложнейшая работа из меди,
рождающее в зрителе бурю эмоций. Это была правда. Вы понимаете, это не просто там лакированная матрешка. То, что сейчас из искусства художников ушло. И это ужасно. Вот. Абсолютно брутальный образ этого вот солдата. Это лицо солдата с последним снарядом. Да, лицо. И вы почувствовали, что он уже не вернется ни домой. Он с этим снарядом, он погибает. Это ты чувствуешь вот сразу. И ты не смотришь там. Да, я помню, что там гимнастерка. Я даже не помню, были ли у него сапоги. Не помню. Но вот это ощущение, да, что он через секунду он погибает. Да? И вот это Маликов, он это создал. Этот бесстрашный, абсолютно неприкрашенный, оголенный до предела образ мог родиться только в том, кто прошел через эту кровавую баню, не разбирающую званий и наград. Работу над борцом за свободу Маликов начал за 2 года до открытия всего этого монумента, в 1965-м. Его черты лица собирательные, ничьи, но его тело, до каждого его изгиба, это тело реального человека из плоти и крови. Я даже слышал, что, это шутка такая, что это даже ваша уменьшенная копия, да? Уменьшенная. Нет, уменьшенная в плане мяса срезали чуть-чуть. Мясо? Еще крупнее были, да? Ну, более такой, да. Но вы себя узнаете здесь? Ну, всю жизнь узнаю. В 65-м сотрудника КАИ, тогда еще 17-летнего парня, сегодня уже подполковника милиции Евгения Чугунова, скульптор отыскал на пляже, здесь, неподалеку, это не миф. И подошел-то не сразу, парень-то был вида грозного. Но согласился Чугунов, не раздумывая. 60 рублей за несколько сеансов, деньги хорошие, ну а возможность войти в историю вообще бесценна. Они подружились впоследствии на всю жизнь. Я работал на Большой Красной, тоже военная кафедра КАИ. Вот после работы я приходил, ложился на постамент и в этой позе прямо лежали? В этой позе лежал. Ну это же сложно. Тяжело. И сколько времени вам приходилось лежать? Ну 10-15 минут полежишь, потом отдохнешь, потом опять. Но при этом он, конечно, не сразу вот эту штуку. Нет. Это какая-то какого размера? Ну где-то метр с лишним было. Ну, вот так... Да. Сначала вас вот такого сделали. Да. Метровая скульптура вскоре превратилась в сшитую из кусков металла увеличенную ее копию. Но мы не увидим здесь, даже если приглядимся, никаких швов, потому что воистину титанический труд ждал скульптора в самом конце его работы. Большие плоскости, и они пустые, там видно швы, огрехи, много всего бывает. И вот Василий Маркович Маликов вручную один, это же авторская работа, прочеканил всю эту скульптуру и снизу, и сверху, и сбоку. 3 года назад на фасаде здания Союза художников по улице Муштари в Казани, на том самом доме, где и создавалась эта скульптура, появились вот эти 3 таблички. Художникам-фронтовикам Виктору Куделькину, Лутфуле Фаттахову и Василу, как здесь указано, что, наверное, точнее, хотя по паспорту он все же Василий, Маликову. Вот интересная деталь. На этих 3 табличках, как вы видите, 2 портретных изображения художников. Но вместо портретного изображения Василия Маликова вот этот самый памятник, самое известное его творение. Можно подумать, что у создателей этих табличек, может быть, просто не было при себе фотографии скульптора, но нет, это сделано специально, это сделано нарочно, чтобы мы с вами могли ассоциировать этот памятник вот с этой фамилией, могли знать своих героев, могли ответить на простой, казалось бы, вопрос. Кто автор? У нас много лиц, а это вещь одна. Поэтому это великое произведение, и Маликов великий скульптор. 7 ноября 1967 года состоялось торжественное открытие всего мемориала. Заметим, не в День Победы.
скульптура Маликова стала частью большого архитектурного сложного ансамбля. Известный казанский гид-экскурсовод Надежда Секретова, совсем юная тогда девушка, помнит каждую деталь этого грандиозного события для города. Надежда Александровна, вы ведь были на этом мероприятии? Да, мне посчастливилось на этом мероприятии побывать. Вот так вы 50 лет и думаете, что посчастливилось? Да, здесь было очень много народу. Здесь были военные, курсанты, оркестр. И, конечно, мы ждали, когда прибудет факел. Факел с Марсового поля города Ленинграда. Герой Советского Союза Гани Софиуллин торжественным шагом, пройдя, поднес факел вот к этой чаше, и вспыхнул огонь. Конечно, сразу звуки оркестра, аплодисменты. Вечный огонь – это несомненный символ нашей памяти о войне. Но мы также обязаны сегодня вспомнить и исконное, дошедшее, кстати, и до наших дней название. Это памятник павшим за советскую власть. Именно это название мы и видим сегодня на сохранившихся первоначальных ручных зарисовках мемориала, созданных архитекторами татар-граждан проекта. Этот институт создавал комплекс в целом. Его важнейшая стратегическая часть – 40-метровая стела из титана. Этот обелиск – символ света, видимой потомками идеи, за которую боролись их отцы и деды. Потому десятилетиями мемориал был востребован не только в День Победы. 7 ноября сюда тоже шли люди, здесь принимали в пионеры, и почетный караул у Вечного огня мы видели не в одном только начале мая. Памятник жил благодаря людям все эти годы. Но Вечный огонь теперь не единственный. Молодожены открыли для себя массу других и, наверное, более живописных мест для фотосессий, да и с памятью нашей что-то стало. В год столетия революции, в прошлый уже год, мы даже совсем позабыли раскрыть то письмо, что оставили нам здесь, вот в этой самой стеле, наши предки ровно 50 лет назад. И на середине стелы, вот если так поднять глаза, присмотреться, там видно такая как бы заплатка. Там замурована капсула с посланием будущим поколениям. Мы думали, что она будет скрыта в год столетия революции. Ну, так честно говоря, мы так предполагали, нам так говорили. Но вот мы не думали, что доживем до этого. Дожили. Но вскрывали ли ее, как-то я не слышала. Может быть, просто я пропустила, я не могу утверждать. Но, по-моему, хорошо демонстрирует нашу память. Ну, даже беспамятство, я бы сказала. Как-то мы отринули прошлое. Смерть героев подобна закату солнца. Но герои бессмертны, и им ничего не грозит. Время грозит нам. Михаил Любимов, Хамид Шамсеев, Роман Безменов и Андрей Мохов. 7 дней. Это была программа «7 дней». Я Тимур Бекмурзин. Встретимся через неделю на телеканале «Новый век». Всего вам самого доброго. До свидания. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на ближайшие 7 дней в студии Маргарита Павлушина. Предстоящая неделя в республике обещает быть довольно теплой, но и не обойдется без осадков. По данным сервиса Яндекс.Погода, на северо-востоке республики в понедельник преимущественно ясно. Во вторник небо затянет облаками, ожидаются дожди до конца недели. Температурный фон сохранится умеренным. На юго-востоке республики всю неделю ожидается преимущественно облачная погода. Временами будут наблюдаться дожди, температурный фон существенно не изменится. В центре республики похожая картина. В понедельник малооблачно, а вот со вторника начнутся дожди. Будет довольно тепло как в дневные, так и в ночные часы. На юго-западе Татарстана будет теплее, в начале недели малооблачно, а вот со среды ожидаются осадки, и такая погода продержится до конца недели. На северо-западе республики, а также в столице Татарстана ожидается переменная облачность, временами будут наблюдаться дожди. Температурный фон немного повысится, как ночью, так и днем. Более подробный прогноз погоды смотрите каждый день на ТНВ. До свидания.